Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами тайно следит, кто за вами наблюдает. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, мужчина с усами. Мужчина с усами за вами тайно следит и наблюдает. У этого мужчины прям усы — это как его визитная карточка, как его гордость, не знаю, часть его имиджа. Как-то дорожит он этими усами, либо он их долго там выращивал, отращивал, либо усы такие, знаете, реденькие, например, а он прям с ними носит, как будто бы это прям украшение. Считает, что они ему очень идут, и прям постоянно он вот эти усики свои, да, то крутит, то ухаживает за ними. Усатый мужчина, да. Он за вами сейчас следит, он за вами наблюдает. Я не могу сказать, что прям сильно тайно, но вот прям интересуется вашей жизнью. Он постоянно вот расспрашивает людей про вас. Но он прям какой-то как детектив, что ли. Да его все уже знают в вашем окружении. Может, вам уже говорили, что этот усач вами интересовался, про вас спрашивал, расспрашивал. У этого мужчины к вам какой-то интерес любовно-прагматичный. Я не могу сказать, что это за человек такой, но он как будто бы вас присмотрел на роль своей то ли жены, то ли любовницы. И ему прям очень хочется узнать все про вас, чем живете, чем дышите. Вот понравились вы ему, либо типаж такой, как у вас, ему идеально зашел. Может, вы ему напомнили кого-то из его прошлого. И вот прям ходит и расспрашивает всех про вас. Может быть, даже на работе у вас такая ситуация. Там мужчина с усами ходит, расспрашивает. И если, например, он занимает какую-то руководящую должность, он всегда говорит, ну это типа вот повысить ее хочу, да, либо хочу узнать, достойна ли она там премии. Расспрашивая, да. Либо родственникам вашим может прикидываться, если, допустим, не на работе. Ну, вот он на вас глаз положил, да. Очень такой, знаете, педантичный мужчина. У него есть план, он следует этому плану. Он буквально там у него про вас уже чуть ли не досье собрано. Такой странный, конечно, тип. Странный, но он такой состоятельный, состоявшийся. И то ли жизнью обожженный, может, его какая-то женщина там кинула на все, причем сразу, то ли он, ну, вот так себе решил, что я буду аккуратным, да, в отношениях. И вот он ходит про вас тут, справки наводит, собирает, всех расспрашивает. Ну, что есть, то есть. Скорее всего, вы знаете. Но мужчину вы этого точно видели с усами. И он вам тоже каким-то странным, подозрительным либо показался, либо кажется, если вы вместе работаете. То есть он ничего не предлагает, он присматривается, он глазами может вас сверлить, расспрашивает опять же про вас, но пока ничего еще не предлагал. Но это еще впереди. Мне вот идет, что он как-то и предлагать будет очень странно. Знаете, вот у него такое желание схватить вас в охапку и потащить к себе домой. Может, он даже любит, когда там сопротивляются. Он неплохой человек, но характер какой-то странный, и привычки какие-то, ну, необычные. Конечно, как и все, он хочет и счастья, и любви, но вот поведение какое-то необычное, если честно. Давайте я сразу посмотрю, стоит ли вам бояться этого человека, либо будет либо что-то негативное, какое-то ненормальное со стороны этого мужчины с усами. Я сама не понимаю, что это такое. Он под усами спрятался, у него есть рыба, он на ней крепко сидит. Мечтает о счастье. Вот она, птица парит.
гнездо, сердце. Помыслы, замыслы у него очень хорошие. Но почему он так вот себя ведет, вас эту информацию собирает и ничего не предлагает? Стоит ли вам опасаться этого мужчину? Нет. Не стоит. Не стоит. Ой, не стоит. Совсем не стоит. Хорошие очень карты вышли. Просто, скорее всего, у него такие привычки. Может, он военный в прошлом, да? Может быть, он так воспитан. Мужчина вообще хороший, добрый. И это хороший шанс. С ним можно счастье обрести, подарки будет дарить, путешествовать много будете. Курс жизни может с ним измениться, с этим мужчиной. Хорошо, почему он так себя ведет? Просто ненормально, да? Мужчины так себя не ведут. Хотя, может, я и ошибаюсь. Да? Люди все разные. Обычно мужчина, ему женщина понравилась, да, он подходит к ней, он уделяет ей внимание, он разговоры с ней ведет. А этот начал именно с того, что он собирает информацию. Так, почему он так себя ведет? Почему? Да, судя по всему, я угадала. У него тяжелое прошлое, тяжелый крест нес на себе. Много обмана по Луне было, много предательства могло быть в его жизни. Как обжегся, об красивую женщину обжегся. Может быть, даже не одна женщина его опалила, скажем так. Поэтому он теперь дует везде. И всюду он дует, хочет все узнать, чтобы не было там, что у вас любовник, либо у вас там муж. Что он придет, там, в чувствах признается, а вы посмеетесь, скажете: дурачок, иди отсюда, у меня уже есть мужчина, да, либо я вообще не той ориентации, да. Мало ли там, может, и такой у него в жизни опыт был, да. Может, его специально так хотели еще больше как обидеть. Так, чего хочет, я видела. Хочет семьи, счастья хочет, деньги у него есть. Как вам себя с ним вести? Как вам себя с ним вести? Как будет правильно? Как правильно будет? Тут такая подсказка идет. Во-первых, не обижать его. Да? Странно себя ведет, странный. Не обижайте его, от себя не отсекайте. Этот мужчина, если он вам не нравится, да, и вы такая: не люблю мужчин с усами, да, не в моем вкусе. Если вы с ним сможете быть в хороших отношениях, дружеских, общения, да, то этот мужчина может все понять, не будет настаивать и может вам даже помогать. Постоянно, на постоянной основе он может вам помогать. То есть, если вы его не принимаете как мужчину, вы можете его принять как друга. И я вижу, что он не против будет, не против. То есть он все поймет, он скажет: да, насильно мил не будешь, да, если тебе я не нравлюсь, что ж, тогда пойду дальше, да. Но с вами он может дружить, у него душа чистая, он хороший человек. Просто обожженные какие-то травмы не идут. Женщины нанесли ему травмы, поэтому так себя ведет. С усами мужчина, добрый человек. Так, дальше идем. За вами следит какой-то ваш бывший. Причем бывший, он с женщиной сейчас находится. Они как одинаковые, похожие. Может быть, это его мама, да, он живет с мамой. Бывший, который живет с мамой. А может быть, это его пассия, да. И они на друг друга похожи, и внешне могут быть похожи, и по характеру могут быть похожи. Они вместе, они как единое целое. Этот бывший за вами наблюдает, знаете, с какой целью? Ему уже давно понятно, что он не смог бы быть вашей парой, не смог бы вытянуть такую женщину, как вы. У него совершенно другой мир, понятия совершенно другие. Но при этом до сих пор тянет, манит. И когда он видит вас, видит ваши соцсети, либо вас где-то увидит, он потом фантазирует по поводу вас, по поводу той жизни, которую бы он мог жить с вами. Вы для него до сих пор остаетесь такой загадочной, необычной, знаете, как редкая райская птичка, очень яркая, манкая. Но он понимает, что
не по Ваньке шапка, да, что ну, не вытяну я такую женщину, да, мне нужно что-то попроще, мне нужен человек такой же, как я, мне подстать. Ну, либо ему максимально комфортно жить с мамой, и он ничего не хочет менять. Вот они там вдвоем то ругаются, то мирятся, то какие-то беседы ведут, то всех вместе ненавидят, то всем вместе завидуют. Да? Ну, как-то так живет человек. Глупо проживает свою жизнь. Благодаря вам он мог бы спастись, благодаря вам он мог бы стать другим. Но, видите, скорее всего, привычки, воспитание — это то, что нас все-таки останавливает, крылья нам подрезает. Вот и он теперь с подрезанными крыльями, он ни о чем не жалеет, ни о чем. С другой стороны, отпустил, но не до конца. Да? Вот благодаря вам он мечтает, он уходит в параллельный мир, и там он мечтает. Ну и чтобы эти мечты были более такими реалистичными, ему нужна подпитка, то есть ему нужно периодически вас видеть. И также, мои хорошие, у этого человека достаточно такой завистливый характер. Вот ему хорошо, когда другим плохо. Скорее всего, из-за этого вы и расстались. И, возможно, он, ну, когда узнает, что у вас какие-то проблемы, трудности в жизни, он этим тешит свое самолюбие и самоутверждается, да, вот, а у меня все хорошо, а у нее все плохо, а у нее там то-то случай, а у меня такого нет, а я потому что хороший. Вот они там с этой мамой, либо с этой новой пассией это все обсуждают, смакуют. Ну, странные люди, больные люди, извините, хочется сказать, что они больные. Ну, немножечко не такие, как все. Ну, что есть, то есть. Ну, был такой опыт в вашей жизни. Мама, либо женщина под стать этому мужчине. Так, еще за вами тайно следит на работе какая-то личность. Я не могу сказать, это мужчина или женщина, но этот человек за вами следит. Этот человек как будто бы перенимает вашу работу, перенимает стиль вашей работы. Может быть, у вас учится этот человек. Ну, человек может подходить, постоянно задавать вопросы, там, покажи, расскажи, как ты это делаешь. У человека к вам и притяжение есть. Ну, вот вы в глазах этого человека как кумир, да? Вы талантливее, умнее, успешней. Но при этом этот человек хотел бы с удовольствием занять ваше место. То есть вы как кумир и в то же время вызов. Человек метит на ваше место, хочет стать вами. Но это, конечно, не очень хорошая позиция. Да, можно у кого-то брать уроки, можно перенимать опыт, но желать стать другим человеком, ну, это что-то нездоровое, да, это что-то ненормальное. И, возможно, даже человек внешне имитирует вас, то есть может одеваться, как вы, покупать себе приблизительно такую же одежду, там, прическу делать, как ваша, такой же цвет окрашивать волосы, как вы. Ну, что-то нездоровое все-таки в этом есть. Ну, я такое не люблю. И как тень, да, превращается в вашу тень. Но с другой стороны, я четко вижу, что этому человеку не стать, как вы. Никогда не стать, как вы. Сколько бы этот человек ни старался, все равно, как вы, не станет. Мне еще идет, что этот человек скоро может и даже переключиться с вас на кого-то другого. Когда этот человек поймет, что все-таки планочка недосягаема, кого-то попроще найдет, на того человека переключится. Так, еще за вами следит какой-то молодой человек. Молодой, младше вас по возрасту. Но человек, который к вам прям горит, кипит, там такой пожар внутри. Здесь страсти. Страсти такие прям необузданные. У кого-то прям серьезная разница в возрасте может проиграться. Женщина старше, мужчина младше. Что у вас сын есть, а у сына друг есть, который там первую любовь в вашем лице встретил. Ну, может быть, разница и не такая большая, да? Но вот мужчина моложе мне идет. Следит, любуется. Мне вот идет, что этот мужчина, он таки проявится. Даже если это мальчик, да, молоденький, либо там подросток, как-то проявится. Как-то найдет способ вам сказать о том, что вы его привлекаете, либо он влюблен в вас,
Для вас это, конечно, будет шок, и вы как-то реагировать будете очень необычно. Но с другой стороны, я вижу и положительный момент, потому что когда в вас влюбляются столь юные создания, да, молодые люди, то это все-таки придает веса вам, окрыляет и поднимает вашу самооценку. Получается, вы ничем не уступаете молодым девчоночкам, да, гораздо лучше, чем они, раз предпочтение отдается вам. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.